Салемесндерми балалар. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Культура питания». Урок номер 67. Тема сегодняшнего урока – «Белое чудо природы». Сегодня на уроке вы на основе художественных текстов будете рассказывать о происхождении и полезных свойствах молочной продукции, о национальных напитках казахского народа. Узнаете, как обособляются уточняющие члены предложения, научитесь правильно использовать их в устной и письменной речи. Обратите внимание на название темы урока. Угадайте, что означает «белое чудо природы». Как вы думаете, о чем пойдет речь? Речь пойдет о молочных продуктах. Речевой тренинг. Пейте, дети, молоко, будете здоровы, потому что молоко делают коровы. С детства знакомы нам эти веселые строки. Вспомните и напишите названия молочных и кисломолочных продуктов. Организуйте беседу по следующим вопросам. Первое. Какие бывают продукты по своему происхождению? Второе. А как называются продукты, которые мы получаем от животных? Третье. В чем разница между продуктами животного происхождения, какие они бывают? Четвертое. Какие молочные продукты вы знаете? Пятое. Какую роль играет молоко в жизни человека? Шестое. Что можно приготовить из молока и молочных продуктов? Упражнение номер 1. Прочитайте тексты. Почему выражение «птичье молоко» стало символом невозможного? Птичье молоко. Нечто неслыханное, невозможное, предел мечтания. Как известно, молоко бывает только у млекопитающих животных, а птицы вскармливают своих детенышей совсем другим способом. В древнегреческом сказании говорится о плодородии острова Самос, на котором есть все, и даже птицы дают молоко, но только его надо уметь добыть. Так выражение «птичье молоко» стало символом невозможного, что является пределом мечтаний. Ему только птичьего молока не хватает, говорят о человеке, у которого есть все, что только можно пожелать. Птичьего молока захотел, восклицают, когда кто-либо требует явно невозможного. Вопрос: почему выражение «птичье молоко» стало символом невозможного? Потому что птицы молоко не дают. Упражнение номер 2. Послушайте лингвистическую миниатюру, как сказка помогла вам понять функцию уточняющих обстоятельств в предложении. По дороге на синтаксическую работу встретились обстоятельства на берегу и у костра. Какое у вас широкое значение? Изумилось обстоятельство у костра. Несколько километров. Наверное, приятно быть таким большим и важным. Только с одной стороны, отвечало обстоятельство на берегу. С другой, очень жаль читателя, если он при таких обстоятельствах будет кого-то искать. Ради нашего читателя я готов вас уточнить. Но что подумает об этом синтаксис? Очень хорошая мысль, одобрительно сказал синтаксис. Мы назовем второе обстоятельство уточняющим и будем использовать его при обозначении места, времени и образа действия. На берегу у костра отдыхали рыбаки. Вчера рано утром мы отправились в поход. Тихо, едва слышно шелестела листва. Мы объявляем всем о важности уточняющих обстоятельств, продолжал синтаксис, и в знак того будем выделять их запятыми. Сказка помогла мне понять, что обособленные члены предложения могут уточнять, они поясняют другие члены предложения. Упражнение номер 3. Как вы понимаете смысл слова «уточнить»? Прочитайте значение этого слова. Уточнить – это сделать точным, точнее.
Правило. Обособленные члены предложения могут уточнять, конкретизировать и пояснять другие члены предложения и отвечать на один и тот же вопрос. К уточняющему обособленному члену можно поставить дополнительный вопрос: где именно, как именно, кто именно, когда именно и так далее. Уточняться могут все члены предложения, и главные, и второстепенные. Упражнение номер 4. Спешите, расставляя пропущенные запятые. Объясните их употребление. Найдите уточняющие члены предложения и подчеркните их, опираясь на ваш помощник на странице 189. Первое предложение. Далеко, почти на горизонте показался пароход. Уточняющие обстоятельства места. Далеко, почти на горизонте. Второе предложение. Вдруг впереди нас на дорогу выбежала белка. Уточняющие обстоятельства места. Вдруг впереди нас. Третье предложение. Вечером после ужина мы сидели на улице и разговаривали. Уточняющие обстоятельства времени. Вечером после ужина. Четвертое предложение. Каждую осень мы собираем большой урожай овощей, в частности капусту, морковь для зимнего хранения. Уточняющее дополнение с предлогом урожай, в частности капусту, морковь. Пятое предложение. Некоторые виды спорта, например, хоккей, баскетбол, находят среди наших школьников, многочисленных поклонников. Уточняющие дополнения с пояснительным союзом спорта, хоккей, баскетбол. Шестое предложение. Новое многоэтажное здание строится около стадиона, то есть на окраине города. Уточняющие обстоятельства места с союзом около стадиона, то есть на окраине города. Упражнение номер 5. Составьте и запишите предложение, используя данные слова в качестве уточняющих членов. Объясните постановку знаков препинания, опираясь на ваш помощник на странице 189. Кроме тебя, за исключением 3 подруг, во время каникул, помимо уроков, на спортивной площадке. Первое предложение. Все, кроме тебя, пришли на дополнительные занятия. Уточняющее дополнение с предлогом «все, кроме тебя». Второе предложение. Все девочки, за исключением 3 подруг, участвовали в конкурсе красоты. Уточняющее дополнение с предлогом «за исключением 3 подруг». Третье предложение. Зимой во время каникул мы поедем в Туркестан. Уточняющие обстоятельства времени с союзом во время каникул. Четвертое предложение. Завтра, помимо уроков, я должна помогать бабушке. Уточняющее дополнение с предлогом помимо уроков. Пятое предложение. Во дворе на спортивной площадке мы играли в волейбол. Уточняющие обстоятельства места на спортивной площадке. Упражнение номер 6. Прочитайте, о чем вы узнали, как пишется «ни» с глаголом в тексте. Найдите и выпишите предложения с уточняющими обособленными членами и объясните условия их обособления. О происхождении молочной продукции, а именно сыра, существует много легенд. Согласно одной из них, в древности, более 4000 лет назад, один аравийский купец отправился в дальний путь, взяв с собою еду и молоко в традиционном для кочевников сосуде, высушенном овечьем желудке. Когда стемнело, он остановился на ночлег и перед сном решил хлебнуть молочка. Однако нашел в овечьем желудке какой-то белый сгусток и сыворотку. Озадаченный, но проголодавшийся купец все же попробовал этот кусочек и был поражен его приятным вкусом. Будучи человеком простым и бесхитростным, он поделился своим открытием с соседями, и вскоре способ изготовления сыра
а им и был тот самый сгусток, стал известен многим кочевым племенам. Большинство древних народов-кочевников перегоняло стадо в довольно жарком климате, и им приходилось выливать свернувшееся молоко. Тогда люди еще не знали хоть какой-нибудь способ его консервации. Такой способ нашелся неожиданно, и это был сыр. Из текста я узнал о происхождении сыра. Не с глаголом в тексте пишется раздельно. Выписываем предложение с уточняющими обособленными членами. Первое предложение. О происхождении молочной продукции, а именно сыра, существует много легенд. Уточняющие дополнения. Продукции, а именно сыра. Второе предложение. Согласно одной из них, в древности, более 4000 лет назад, один аравийский купец отправился в дальний путь, взяв с собою еду и молоко в традиционном для кочевников сосуде, высушенном овечьем желудке. Уточняющие обстоятельства времени – более 4000 лет назад. Третье предложение. Будучи человеком простым и бесхитростным, он поделился своим открытием с соседями, и вскоре способ изготовления сыра, а им и был тот самый сгусток, стал известен многим кочевым племенам. Уточняющее дополнение, а им и был тот самый сгусток. Упражнение номер 7. В данных предложениях распространите обстоятельства места и времени. Те из них, которым хотите придать уточняющее значение, выделите запятыми. Подчеркните основы предложения. Первое предложение. На опушке леса возле березы я нашла большой гриб. Грамматическая основа «я нашла». Второе предложение. Весной в марте мы посадили семена вязчик. Грамматическая основа «мы посадили». Третье предложение. 5 друзей пошли за 10 километров к озеру ловить рыбу. Грамматическая основа 5 друзей пошли ловить. Четвертое предложение. Путник вышел к деревне рядом с городом, расположенной около шоссе. Грамматическая основа путник вышел. Пятое предложение. Внизу во враге виднелись заросли кустарника и молодых деревьев. Грамматическая основа виднелись заросли. Упражнение номер 8. Послушайте, о чем этот текст, какова его тема. Выпишите из текста выделенные предложения и объясните постановку в них запятых. Национальные напитки казахского народа – кумыс, шубат, камыран. Целебный напиток кумыс, молоко кобылицы, обладает лечебными свойствами и тонизирующим эффектом и используется для лечения болезней легких и желудочно-кишечного тракта. Шубат, верблюжье молоко, является среди молочных продуктов наиболее ценным напитком после кумыса. Технология приготовления шубата менее сложная, чем кумыса. Как и кумыс, шубат заквашивается и хранится в специальной посуде из кожи, дерева или керамики. Шубат не взбивают, а доводят до кондиции путем перемешивания. Шубат – вкусный, жирный и густой напиток. По калорийности и целебным свойствам он не уступает кумысу. 2-3-дневный шубат считается самым лучшим и качественным. Добавляя верблюжье молоко коровье или овечье, получают катык, а при добавлении сузбе густой кислый творог или курта получают ижигей, нежный курт. Этот текст о национальных напитках казахского народа и способах их приготовления. Выписываем выделенные предложения. Первое. Целебный напиток кумыс, молоко кобылицы, обладает лечебными свойствами и тонизирующим эффектом и используется для лечения болезней легких и желудочно-кишечного тракта.
В этом предложении есть обособленное определение в значении уточнения. Второе выделенное предложение. Шубат, верблюжье молоко, является среди молочных продуктов наиболее ценным напитком после кумыса. В этом предложении есть обособленное определение в значении уточнения. Упражнение номер 10. Какое утверждение верное? Первое. Уточняющие члены предложения – это вариант Б. Члены предложения, которые поясняют другие уточняемые члены предложения. Второе. Уточняются такие члены предложения, вариант В. Главные и второстепенные. Третье. Предложение с уточняющим обстоятельством места, вариант Б. В лесу возле развесистого дуба мы разбили лагерь. Четвертое. Предложение с уточняющим обстоятельством времени, вариант А. Сегодня, 22 марта, день весеннего равноденствия. Пятое. Данная схема когда именно соответствует предложению, вариант Б. Вечером около 9 часов мы вышли на прогулку. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.